Правда, есть один подвох. Какой же именно? Жилье, 3 комнаты, он получил почти бесплатно, хотя сам Гильермо так не считает, ведь он выплачивает государству кредит, 1000 боливаров, 22 рубля, в месяц. Ставит на стол коробку с едой. Это продовольствие выдается правительством на одного человека раз в 15 дней, 2 кило кукурузной муки, 1,5 кило пшеничной муки, 2 бутыли растительного масла, 2 кило риса, 4 банки рыбных консервов, пачка сахара, макароны, 2 кило фасоли, пакет сухого молока. Цена набора 135 боливаров, меньше 3 российских рублей. Квартплата такая, что смех один. Гильермо отдает за телефон и интернет 5 боливаров, 25 копеек, в месяц. Стоимость коммунальных услуг символическая, за газ, воду и электричество 4 боливара, что-то вроде 20 копеек в месяц. Про бензин, который отпускается на бензоколонках Каракаса по 5 копеек за 60 литров, полный бак, я уже говорил. В коммуне Сан-Хосе живут 2500 человек, и тут есть больница, а также открытые команданты Уго Чавесом медицинские пункты для бедных. За обслуживание деньги не берут, рассказывает мне доктор Фелисия Фернандес, ведущая прием пациентов под портретами покойного президента Венесуэлы Чавеса, и аналогично покойного президента Кубы Фиделя Кастро. Из-за американских санкций мы не везде можем доставать нужные таблетки. Тем не менее, в Каракасе врачи полностью извели малярию, а ведь раньше ей болели много людей, мы же тропическая страна. Конкретно в нашем округе работают 7 кубинских медиков, очень профессиональные люди. Очень скоро ситуация в стране изменилась в лучшую сторону, выросла продолжительность жизни, уменьшилась смертность, кубинцы ездили повсюду, и делали прививки против гепатита или тифа целым деревням. Меня приводят в магазин Сан-Хосе, выбор не поражает воображение, но на прилавках лежат мясо, овечий сыр, несколько сортов ветчины. Я помню, социалка, тут была неплохой еще до Чавеса, говорит торговец Эдуардо Гонсалес, живущий в Сан-Хосе уже 58 лет. У нашего дома под мостом жила нищенка. Ей дали квартиру, как многодетной матери, кажется, 6 детей, она ее продала, и переместилась снова под мост. В 70-е годы строились больницы, оснащались лучшим оборудованием. Однако, лечение стоило страшно дорого, и моя мать, и мой отец не могли себе этого позволить, а сейчас я, едва начав чихать, иду к врачу на осмотр. Нам говорят: «Примадура, вы стали нищие. Да, мы всегда тут были нищие. Сейчас высокая преступность». Ну, бросьте.
Я пожилой человек, и сколько себя помню, с криминалом в Венесуэле постоянно были проблемы. Меня ограбили один раз, когда при проамериканском президенте Карлосе Андресе Пересе я поехал продать сыр в другой город. Все это дешевая пропаганда. Правда ли, что люди получают очень маленькие зарплаты? Конечно. У моего сына жалование 25 000 боливаров, всего 660 рублей, а вы скажете, это ничто. Но мы живем на всем готовом, еду нам дает правительство, оно же предоставляет медицинские услуги, за газ и свет не платим. Нам не нужны деньги. Получение продуктовых наборов обставлено как шоу. Люди приходят в специальный пункт, где их уже ждут картонные коробки, с портретами экс-президента Уго Чавеса и нынешнего лидера Николаса Мадуро. Функционер ячейки, Единой социалистической партии Венесуэлы, открывает ящик, восклицая: «Да здравствует Мадуро! Он дарует вам эту прекрасную еду, благодарите его!» Затем все нестройным хором выкрикивают: «Слава революции!». В трущобах на удивление чисто, пыль подметают как владельцы лавочек, так и народные дворники, из обычных граждан, коим власти доплачивают за чистоту в районе. Они бегают с метелками в руках и рюкзачками в цвет флага Венесуэлы за спиной. Нет неприятного запаха, вшибающего в нос издали, как в знаменитых фавелах Рио-де-Жанейро. Меня наперебой приглашают в гости, выпить кофе. Живут обитатели трущоб более чем скромно: облезшие стены, разваливающаяся мебель, запыленные бокалы для воды. Досталось бесплатно. Мой брат ждет свои апартаменты уже 6 лет, но скоро ему повезет. Великий президент Мадуро обещал вложить $1 миллиард в социальное жилье для народа.